Да, по-моему, фигня полная. Это же сразу перед вылетом, перед посадкой, это все проверяется. Я же знаю, я сам был пограничником, я сложил это все, да, каждого досконально клиента проверяется, сумки, все досконально, все проверяется. Не может быть, и самолет бы не пустили просто. Такого не могло быть. Это просто уже так, кому-то что-то не понравилось, сейчас остановили скорее самолет. Может, но у нас в Беларуси не знаю, может и неправда это. Я думаю, вряд ли это. Так просто уже, это может не он, а может кто-то там его. Есть высшие начальники, я уж не знаю, как оно у них. Но я думаю, неправильно это. Материться можно? Ну, очень неприятная ситуация. Показывает всю жестокость режима Лукашенко. Будем надеяться, что будет оперативный ответ со стороны стран НАТО и ООН и прочих организаций. Просто-напросто. Но также показать то, что Лукашенко никого не боится. И вообще, кто это? Не ко мне. Нет, я не думаю, что это стоило того. Тем более, что иностранный самолет сажать, разворачивать, насколько я видела, у границы буквально. Нет, конечно, нет. А чему? Я думаю, что, во-первых, и люди напуганы, во-вторых, там иностранные граждане были. Насколько я знаю, даже девушку его задержали, которая гражданка не нашей страны. Это ненормально, конечно. Все это выглядит как пиздец полный. Можно ругаться? Это все выглядит как пиздец. В принципе, остановить целый самолет, даже не белорусской компании, на территории страны, чтобы достать одного человека. Это все очень сильно похоже на терроризм. Очень много моих друзей очень сильно тревожится из-за этого, в том числе потому, что им, возможно, на следующей неделе куда-то лететь, и их часто работа связана с какими-то перелетами. И сейчас вообще непонятно, что с этим будет происходить. Это, знаете, как эта шутка «Авиасейлс» про то, что нужно добавить фильтр, не пролетает над Беларусью. Я бы на месте других авиакомпаний просто бы облетала вот этот злачный кусочек пространства на планете, потому что это небезопасно для пассажиров. Авиакомпании обязуются обеспечивать безопасность своих пассажиров на борту. И вся эта ситуация просто какой-то полный абсурд. Нет, тут каждый блогер. Любого можно брать, сажать. По идее. Для галочки. В смысле? Месть, наверное. Помста. Я вообще удивлен, почему его не убили там в Польше, его шевели. Могли бы и убить, а так решили не убивать, посадить. Гуманизация налицо. Раньше убивали, сейчас это сажаю. Так что скоро, наверное, с цветами будут встречать.